Верхнеколымский район вылетает правительственная группа. Уровень воды там продолжает прибывать. Ситуация становится критической. Айсен Николаев начал работу с ряда встреч и кадровых перестановок. В частности, исполняющий обязанности руководителя региона встретился с федеральным инспектором. Что обсудили в ходе разговора и какой теперь станет совместная работа республики и федералов? Сегодня весь мир отмечает День борьбы с курением. В Якутске по этому поводу сейчас проходит акция, в которой можно получить консультацию специалистов и пройти некоторые обследования. А какие именно, расскажем в этом выпуске. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии работает Василий Радченко. Здравствуйте. Вода в Верхнеколымском районе продолжает прибывать. В поселке Зырянка вода достигла уровня в 9 метров и 38 сантиметров. При критическом значении 7 метров 70. Вода прибывает со скоростью 1 сантиметр за 2 часа. Затоплены все дворовые территории. Жители расселены по родственникам и знакомым. Схожая ситуация в Верхнеколымске. Там вода прибывает с такой же скоростью, а уровень воды составил 9 метров 50 сантиметров при критических 8 метрах и 80 сантиметрах. Всего затоплена 101 дворовая территория, в которой проживает более 1600 человек. И сегодня рабочая группа правительства вылетит в Верхнеколымский район. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрий Зайцев. Он отметил, что, возможно, в поселке Угольное будет развернут эвакопункт для пострадавших от паводка. Всего же в зоне подтопления находятся 7 населенных пунктов из 51 пострадавшего от паводка в этом году. Особый контроль возьмем, значит, это уже Нижнеколымский район. Колымская мы уже видим, что до критической отметки осталось порядка 50-70 сантиметров. Там надо наращивать группировку, это однозначно. Второе, значит, это Абыйский, Верхоянский район. Вот Юрий Андреевич подсказывает, что все-таки северно-арктические районы, там еще зима, атака только-только начинается. И, значит, какие факторы подтопления и затопления населенных пунктов будут, мы можем только предполагать. А в Среднеколымске вода начала понемногу убывать. Но у спасателей работа не уменьшается. За вчерашний день с подтопленной части Среднеколымска эвакуировали 40 человек. Уровень воды там составил 12 метров 40 сантиметров, при критическом значении 12 метров ровно. У Зырянки уровень воды 9 метров 36 сантиметров, при критических 7 метрах 70 сантиметрах. Ожидается, что спад продолжится, но в ближайшее время опасная отметка сохранится. Благотворительный телерадиомарафон «Всем миром» стартовал сегодня с 7 утра до 14 дня. На радио Саха проходит прямой эфир с представителями общественности. С 2 часов подключатся телеканалы «Якутия-24» и «Мамон». Также планируются прямые включения из районов, затронутых стихией. Деньги можно будет передать во время телемарафона или перечислить на единый расчетный счет Госкомобеспечения. Также с 8 утра до 20 вечера на площади Ленина поставят 5 урн для сбора денег. Будет и концертная программа. Средства направят на восстановление жилья и объектов инфраструктуры в пострадавших от паводка районах. Пожертвовать денежную сумму для пострадавших от стихии также можно, отправив СМС с текстом «Паводок» на номер 3434, указав через пробел сумму пожертвования. С номера спишется только та сумма, которую вы сами укажете, а также стоимость отправки сообщения согласно тарифу вашего сотового оператора. В случае, если число будет указано прописью или сообщение будет содержать только текст, суммой пожертвования будет автоматически считаться 100 рублей. А после урагана, прошедшего в эти дни, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В Алданском районе скорость ветров достигала 25 метров в секунду с понижением температуры до 0 градусов. Поваленные деревья, упавшие антенны, рухнувшие крыши, и это далеко не все последствия циклона. Об авариях на энергообъектах и пожарах в сюжете Татьяны Вахниной. Поваленные деревья, упавшие щиты и антенны, сорванное листовое железо с крыш, обрушившийся на Южную Якутию ураганный шквалистый ветер повлек масштабные последствия. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий, и все службы находились в режиме повышенной готовности. Тревога оказалась не ложной. Ожидали мы этого, в принципе, ожидали, просто не ожидали, что будет такое немалое количество отключений. Но в основном мы устояли, надо сказать, потому что отключения были только в основном, касалось 0,4. По 0,4, в принципе, немного отключений. В разы меньше, если бы это отключалась линия класса напряжения 110 или 35 киловольт.
Погодные условия повлекли отключение электроэнергии. Вследствие сильного порывистого ветра произошли многочисленные обрывы линии электропередачи, а также падение опор. В результате аварий обесточенными оказались сотни домов. Скажем, целыми улицами, да, ну, допустим, фактически проблема одна, где-то опора завалилась, там еще что-то, поэтому в среднем, ну, около 30-40 отключений, но если в целом собрать заявок с города, то, конечно, будет больше. Оборванная в центре города линия электропередачи предположительно стала причиной пожара. Провод упал на прошлогоднюю траву. Моментально вспыхнули искры. Ветер способствовал распространению огня, и за считанные мгновения охваченная пламенем площадь увеличилась в несколько раз. Пожарные расчеты приехали через несколько минут после вызова, и огонь удалось потушить быстро. Позвонили и сказали: Ира, у тебя огород горит. Я сюда и прибежала. Тут рядом постройки, все, если вспыхнуло бы в такую погоду, то бы все сгорело. 30 мая без электричества оставались поселки Якокут и Ленинский, часть микрорайона Солнечного, а также несколько домов в Алдане. Ремонтно-восстановительные работы продолжались в течение дня. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В связи с объявленным в республике трехмесячником пожарной безопасности все ответственные службы перешли в режим повышенной готовности. Не исключением стала и авиационная лесоохрана в случае ЧС. На сборы всего 20 минут. За это время необходимо успеть и вооружиться, и подготовить машины к вылету. За десантирование бойцов отвечают вертолет Ми-8 и самолет Ан-2. И в эти дни большая часть бойцов направились на помощь в тушении пожаров в Усть-Майском районе, где действует сейчас режим ЧС. На данный момент у меня 26 человек, 18 из них находятся в Усть-Мае на тушении лесного пожара. Усть-Майского лесного пожара. Там сложный пожар на большой территории. В весеннее время пожар ликвидируется в течение 2-3 дней. В летний и осенний период уже время ликвидации пожаров увеличится, соответственно, потому что почва прогорает до грунта, то есть до земли. Первые рабочие дни временно исполняющие обязанности руководителя Якутии выдались насыщенными. Так Айсен Николаев провел ряд официальных встреч, в том числе состоялась встреча с главным федеральным инспектором по республике Виктором Хохриным. Основной темой разговора стало обсуждение преодоления последствий паводка. Также обсудили вопросы исполнения поручений президента России, в реализации которых задействованы субъекты страны, и в том числе и Якутия. Рассмотрели и другие вопросы взаимодействия республиканских исполнительных органов с главным федеральным инспектором в решении задач социально-экономического развития республики. Что касается кадровых изменений, Николаев заявил, что состав правительства до сентября меняться не будет. Кадровые перестановки начались в администрации главы правительства, но это связано с тем, что у некоторых чиновников завершился контракт. Правительство хотя будет исполнять свои обязанности, точные кадровые изменения они будут в самом правительстве. Также я провел встречу с руководством администрации главы и правительства. Этот орган претерпит гораздо более существенные изменения, потому что, опять же, согласно закону, ряд руководителей администрации, у них напрямую срок служебных контрактов связан с сроком полномочий главы республики. И уход главы республики в отставку, он предусматривает то, что эти люди тоже уже практически уходят тоже в отставку. И одним из кадровых указов временно исполняющего руководителя региона стало назначение Егора Борисова государственным советником республики. И к другим темам. Зерновые хозяйства Чурапчинского и Татинского районов еще не приступили к посевному сезону. Основными причинами задержки посевных работ стал паводок и выпадение осадков. В связи с климатическими условиями отставания также наблюдается в Сунтарах и Алекме, но несмотря на сложности, в целом по региону посевная кампания идет полным ходом. На сегодняшний день Вилюйский, Усть-Алданский и Намский районы полностью выполнили план по посеву зерновых. Стоит отметить, что в этом году в республике план посевной площади составляет 49 тысяч гектаров, в том числе зерновых культур более 11 тысяч. Отставание плана есть в лусах, где были дожди, при увлажненности почвы, это пашень, и у них будет срок перенесен, соответственно, будет приниматься решение по целевому назначению этих посевов, ну и будем мониторить состояние посевов. Те, которые посевы были посеяны позже, это в ходе
вегетационного периода мы будем их определять, на какие цели. А в Ленске началось очередное противостояние. Камнем преткновения на этот раз стал алкоголь, а точнее магазины, торгующие им. Районная власть настаивает на сокращении торговых точек в городе и выполнении предпринимателями определенных обязательств. Бизнесмены же, в свою очередь, не согласны с данными требованиями и предлагают всесторонне исследовать вопрос на предмет закрытия магазинов. Одним из основных аргументов предприниматели считают возможный рост нелегальной продажи алкоголя и контрафакта, следствием чего возможно отравление горожан. На прошедших публичных слушаниях принято решение произвести всеобъемлемый анализ ситуации, учитывающий интересы всех сторон. Мы специально инициировали публичные слушания, чтобы мы хотели и услышали реакцию бизнеса нашего на территории Ленского района. Сейчас тот проект, который мы вынесли, определение границ на 300 метров, сейчас мы его отклонили. Дали время и нам, и предпринимателям для анализа текущей ситуации до 1 января 2019 года, чтобы потом уже, исходя из этой ситуации, из анализа, сделать какие-то выводы определенные и подготовить новый проект постановления. Всемирный день без табака ежегодно отмечается 31 мая. И в честь этого сегодня Министерство здравоохранения республики совместно с другими ведомствами организовали акцию «Здоровая молодежь. Сильная республика». Жители и гости столицы могут абсолютно бесплатно пройти обследование в центрах здоровья, получить консультацию у пульмонологов, кардиологов, сосудистых хирургов, неврологов, психологов и психиатров-наркологов. Пройти флюорографию и маммографию также каждый желающий может узнать свой ВИЧ-статус и пройти анкетирование по табакокурению. Жители отмечают, что данная акция очень полезна, так как результаты обследования можно получить прямо на месте. Хочу узнать, есть ли у меня сахар повышенный и холестерин повышенный. Это очень полезно знать для себя. И вот эта акция, я очень рада, что такая акция проходит. Не все могут прийти вовремя, там то места нету, то планового нету. Очень приходится долго ждать. Я очень рада, что такие акции бывают. Чаще бы бывали такие акции для нашего народа, особенно для такого возраста, как я. Я пришла сдать флюорографию и, какие-то вот экспресс-анализы провериться. Я вот сегодня в 9 утра мимо проходила, все разузнала и вот специально пришла. На месте результаты, да, стоять в очереди особо не надо. Вообще хорошая акция, я считаю. К этому часу у меня все, а еще больше актуальной информации вы найдете на нашем официальном сайте yak24.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.